Друзья, а давайте посмотрим старенький фильм из далекого 1973 года. Снял его молодой режиссер Каридин Ахматалиев, закончивший тогда чего-то престижное, московское, а своей работой почему-то выбравший документальную судьбу Вальдемара Павловича Трилевского. Да, рукописи не горят, добрые дела живут вечно. И нам достался небольшой фильм «Память» о нашем товарище, ставшем нашим лидером в строительстве горнолыжных баз. Это его фантастические идеи о горнолыжных Нью-Васюках, матерясь и смеясь, мы притворяли в жизнь, сами не зная зачем. Да, созданное нами до сих пор стоит незыблемо, гудит, крутится, напоминая о славных делах нашей молодости. Но пользуются этим другие. А часть безумных свершений и вовсе потерялась во времени навсегда. Тогда мы не думали о последствиях, а просто жили и радовались. Каждому новому дню, новому товарищу, удачному спуску с горы и вечерней песни под чай и не чай. Катались, влюблялись, женились, работали и получали от всего большое удовольствие. Идея построить хижину-приют в горах носилась в воздухе и зрела в умах, а потом была озвучена Вальдемаром вслух на стихийном сходе горнолыжников. Быстренько договорились о взносах на текущие расходы, быстро избрали руководство и еще быстрее назначили ответственного за все. Вальдемар не стал этим ответственным на многие годы, на всю свою жизнь. Для чего это все было задумано? Ну, вот представьте, захотелось вдруг покататься не на чем-то шеф, а где-то в романтическом месте, и тут раз, и все удовольствия, и все это свое. Всех нет, кто участвовал. Как тут не загореться? Место было предложено Вальдемаром и Сашей Громовым, уже бывавшими в этих местах. Горное озерцо, чистый ручей, арчевый лес и искристый снег. Рай. Ну и началось. Как только снег сошел, так и приступили. К первой зиме уже была будка с крышей, окнами и дверями. Оставалось совсем чуть-чуть. То, что вы видите на ленте, это 4-я зима уже. После рабочей недели на последнем автобусе до лесхоза и ночью пешком 6 километров. По горной тропе с тяжеленным рюкзаком. Это было нормой и гордостью, что сумел донести больше, чем твой друг. А у кого были дети, так еще и детей сверху на рюкзаке. Снегов тогда было много, впереди была целая жизнь и обещанный коммунизм. С гитарой, с крепким чаем, с друзьями шли по жизни, как летели. Ну и летели, конечно, с гор на лыжах. Смотрите, это все было и было правильно.
2 этажа дома, который у нас отапливается, свою собственную электростанцию мощностью 100 киловатт, 2400 метров канатных дорог. Конструировали, главные наши конструкторы — это Борисов Геннадий, Дарвин Николай Иванович. Они сконструировали, рассчитали полностью подъемник, использовали очень интересную мысль: на привод пустить мост автомобиля МАЗ-500. Это оригинальный привод, такого в Союзе нету. Канатки наши, собственно говоря, не уступают таким заводским канатным дорогам. А у нас скоростной спуск будет проходить по всем международным кондициям. Перепад 670 метров, длина 3800 метров. Я уже не говорю о слаломных трассах, которые можно здесь найти буквально очень много вариантов. Ложится такие ваши личные планы на будущее. Мои личные планы на будущее. Безусловно, в свое время я хотел стать хорошим горнолыжником. Вот. Ну, во всяком случае, выполнить нормы мастера спорта, участвовать в крупных соревнованиях. Но вместо того, чтобы тренироваться и участвовать в соревнованиях, мне пришлось строить базу. И, естественно, я попытаюсь, чтобы мои воспитанники добились этого. То есть я хочу впоследствии заняться тренерской работой на построенной мной базе.